Микки Маус, его подруга Мини и Трансформер, а еще танцы, конкурсы, песни. Вот он секрет детских улыбок и радости. Чтобы порадовать самых маленьких, не нужны финансовые затраты. Достаточно выделить свободное время. Место тоже выбирать не нужно. Все эти заботы на себя взяли участники проекта «Вопреки». За фотоаппаратом его руководитель Милена Албакова. В 2019 году студентка финансовой академии при правительстве России загорелась идеей укрепления семейных ценностей среди молодежи. Девушка расписала план, представила его на молодежном форуме «Машук», на котором и получила грант. Социальный проект «Вопреки» был организован для досуга молодых семей, которые находятся в очень тяжелой жизненной ситуации. Проблема наиболее актуальна именно для молодых семей, которые именно из социально уязвимых слоев. А в основном цель и идея нашего проекта была сформирована именно для творческой и социальной деятельности, именно активной деятельности для молодых семей. В рамках проекта участники планируют провести за год 13 семейных мероприятий в республике. Грант на их реализацию выделили еще 2 года назад, но пандемия вмешалась в планы активистки. Пришлось сдвинуть график проведения семейных праздников. На выигранные средства закупили костюмы, куклы, колонки, оплатили труд аниматоров и аренду кафе, владельцы которого с радостью пошли навстречу активистам проекта «Вопреки». Кстати, само название проекта было выбрано не случайно. «Вопреки» – это очень такое многозначное слово, которое может ходить именно вопреки детям-инвалидам, которые лишились, например, из неблагополучных семей, которые лишились своих родителей, которые исполняли свои служебные обязанности, инвалиды, из малоимущие семьи. Именно вопреки, чтобы укрепить их взаимосвязь с родителями, чтобы у них было больше взаимопонимания, был создан именно этот проект и дали такое название «Вопреки». И хотя о результатах работы говорить рано, но по радостным лицам детей и родителей ясно – проект успешный, а главное – нужный. Его молодые семьи ждали давно. Раньше мы сами не могли, не было возможности, но сейчас все бесплатно. Всем огромное спасибо, очень дети рады. И все счастливы, мы тоже рады. Мне было весело, как меня развлекают, танцуют люди. Что привлекает тебя вот таких вот мероприятий? Батут. Батут. Да. Уже прыгал? Нет. Будешь? Буду. А что еще вот? Кафе, мороженое, музыка, аниматоры, еда. Что тебе нравится? Мне нравится, это разгинка. К реализации проекта подключились и активисты благотворительного фонда «Клуб добрых людей». Они принимают активное участие во всех мероприятиях. Для нас очень отрадно сюда приходить, потому что наши детишки, как вы сегодня видите, зажигают полностью. Просто такая атмосфера позитивная. И для нас очень отрадно за ними наблюдать. И мамочки радуются, смотря на своих детишек. Очень радует, что этот проект включает в себя таких детишек, как из малообеспеченных многодетных семей, также дети с ОВЗ. Потому что не все дети именно из малообеспеченных семей могут выехать, позволить себе такие мероприятия. И дети с ОВЗ, они более такие закомплексованные, сегодня чувствуя себя рядом с этими детишками, им очень отрадно находиться. Хочется поблагодарить, что позвали нас принять участие в этом проекте. 10 из 13 запланированных мероприятий участники проекта «Вопреки» уже провели. Впереди еще 3 семейных праздника и новые идеи, над которыми Милена Албакова сейчас работает. Амина Бокова, Адам Талаков, Новости 24.